Здорово. Да, Здрасте, ты да, Фуре да. скажи, что подъехал, я с той стороны дерну тебя. Тут мы решили проверить нашего арктического танка. Он без труда выдернул достаточно крепко сидевшего УАЗика. Пока только плюсы танка. На ровном месте, ребят, чуть-чуть на обочину зацепили и утянуло. Помогли. Вообще в машине надо иметь два комплекта, два троса. Один динамитский, один, чтобы буксировать. Динамитский трос для таких случаев очень хорошо работает. Справа от нас поселок. Ты посмотри право, где он. Нет его. Один из заброшенных поселков, да? Это. Справа лес, просто лес. Останавливаемся, и отсюда мы должны уехать вот туда налево. Если мы поедем на юг, то мы через 350 километров приехали бы в Магадан. Это рядом? Вот это водохранилище, а вот плотина. Ну, вот сейчас по плотине мы проедем. Тихо. Кушай. Что ж, друзья, мы отсюда поворачиваем в сторону Камчатки, уходим сейчас прямо строго на север. У меня начинается опять новая страничка истории, я на этой стороне не был. Расширяю свою географию автомобильных путешествий. Вот у нас направление сегодня 7 час 100 километров. Так что едем, ждем, что интересного нас ожидает на нашем пути. Да, вокруг 100% такая же красота, как днем. Но мы видим только участок своей дороги, петляющей. Меня, наоборот, выматывают ровные дороги, асфальтовые какие вот. Держись, Игорь. Все, нормально. Ой-ой-ой. Ладно. Здесь уже страшненько. Дорога красивая, но обрывистая. Я думал, сейчас кончается перевал, а он, оказывается, да, еще всю дорогу. Сегодня, завтра, послезавтра у нас вся дорога такая будет извилистая, с маленькими перевалами, немножко прижимы, немножко серпантинчики. В дороге очень важно, чтобы водитель не отвлекался. И я в очередной раз прочувствовал это на себе. Обсуждая с Игорем маршрут, я на несколько секунд потерял концентрацию и вовремя не заметил небольшой поворот, которого на карте не было. В итоге мы попали в ситуацию, которая вполне могла закончиться гораздо серьезнее. Парням позвонить не сможем, да? Я пока тебе рассказывал, не успел сориентироваться. Видишь, до нас еще кто-то уже так. Так же, да, вон следы. Что нам делать-то? Ждать парней, получается? Выйти никак тут не получится. Можно двигаться, потому что вот заднее колесо висит. Но даже если вы оказались в сложной обстановке, главное ни в коем случае не паниковать. Остановитесь, спокойно осмотритесь вокруг, и решение обязательно найдется. Безвыходных ситуаций не бывает. Знак на... Ну что так страшно, как кажется, на первый взгляд. Эта информация немножко успокаивает. Лопата есть? Мы знаем, как ситуация, какой действовать.
В таких экспедициях особенно важно иметь правильные инструменты. И что не менее важно, уметь ими пользоваться. Напомним, что мороз около 50. Наш бампер из композитных материалов Шикари в этот момент показал свою прочность и надежность. Композитных материалов сделанный бампер. Я думаю, сейчас ребята уже догадаются и вернутся. Нам к этому времени добраться до этих, чтобы доступить. Откопаться надо, да, к этому времени, чтобы они могли нас дернуть? Да. А если не догадается? Ехать до Симчана час. Через час после приезда они будут уже, ну, как бы догадываться, что сзади нет, они вернутся. Стоит отметить, как отработал защитное покрытие Z-Pro при температуре минус 50. Ни разу не пожалел, что покрыл машину полиброней. Это не только защита от всяких сколов и царапин во многочисленных экспедициях, но и в буквальном смысле бронирует все детали кузова. Ну, хорошо, что вот эта колея, она уже набитая. В принципе, сейчас, если вот это место откопать, Вперед можно попробовать. чуть-чуть машину расшевелить, можем и сами завести. С этой лопатой 3 грибка, а с снеговой лопатой 1. Незапланированная физкультура. Что, со стороны вообще страшно? Ну так, нормально. По которым два знака висят. Это типа столб, да, металлический, видишь? По нему же нежелательно пытаться проехать. Сейчас Подкопаешь, ну, уходит. Попробуем, да? Ребята, вот первая причина, почему мы попали в такую историю. Высоту бруствера, оцените. Мы пробили бруствер, машина у нас целая. Казалось бы, ситуация вообще патовая, но нет. Машина целая, машина работает. Мы пробили, ничего себе не оторвали. За полчаса откопались с того места. И тут на выезде, когда уже машина начала выходить, мы дополнительным баком сели. И у нас одно колесо провисло. И вот стоим. Сейчас надо откопать 30 на 30 места. И все, мы можем дальше ехать. Чуть-чуть испугавшись, но зато счастливые и радостные, полные эмоций. Спокойнее поедем дальше. На минуточку. Во дворе минус 51. А мы веселые и радостные, Ну-ка покажи, счастливые, Стешик, да? Что там у красавчик. меня? Ну, усы Нормально? у тебя зимние. Как-то У меня тут тоже. Холодно очень. Руки пытаешься снимать, одеваешь варежки, снимаешь. В общем, в таком мороз, конечно, это все. Для меня вот это первый опыт вот этого всего. А еще у нас где-то друзья есть, кстати. Где-то у нас есть друзья, да. Нет у нас больше друзей, Мирлан. Вот здесь твердый наст. И вот этот задний бак полностью на этом насте сидит.
Слышь, как я убираю снег, машина засажена. Малость поработали физически и выехали. Ну, где-то час, наверное, все это за мероприятие. Главное, машина все нормально. Ну что, все целое. Красавчик. С Богом. Первый раз вот так откапываюсь, я никогда не попадал в такие ситуации. Первый раз, да? Нет, мы как бы откапывались, когда у нас на Челюскин шли, очень хорошо откапывались, ну там дорог вообще не было, мы просто ехали по целине, по следам, на Челюскин вообще дорог не было, на практике. И вот там едут КамАЗы, Сайгаки, и вот когда в их колею попадаешь, проседает и там жестко, там Висит прям, да? машина висит 4 колесами, там копать надо, очень хорошо. Добрались до Симчана, не без приключений, конечно. Но самое главное, добрались. Сейчас ребята нас ждут на въезде, едем, машину ставим в гараж, идем отдыхать. Завтра новый день, новые приключения. Спокойной ночи. Время уже 12:30 по местному времени. А вставать нам, наверное, в 8, как обычно. Как будто бы тоже заброшенный поселок. Ну, это, наверное, здесь дома, да? Не жилые. Какая-то часть заброшенных домов есть? Селок жилой. Освещение есть Об уличное. этом говорит освещение улицы, дороги очищенные. Первый этаж, там коммерческие помещения, как будто бы, да, такой дом. Ух ты, смотри. Новое здание какие-то есть. Вот это уже контраст. Новое здание, да? Главная площадь, елка. А, мы сразу в гараж, да? Ну и что? Ну, такой, ну, откопались. А как вы, ну вы просто занесло или что? Ну, там же спуск был. Да. Дорога же скользкая. Я И там ты прямо ушел? Вот этот закуток, он на карте же прямой стоит. Я такой чуть-чуть, я смотрю, уже ничего не поможет. Я просто, мне надо было выбрать куда. Я смотрю, там чуть-чуть, где машина, другая машина, короче. И я туда, бэм. Повис одним колесом. Откопали там 4 куба снега. Ну что, так ничего, машину не разбили? Не, нормально. Шикаре, да, работает? Каря работает, композитор. Огонь. Даже на морозе. Ты заезжаешь, я заезжаю. Ну его сюда вытягивали, да, гуську удлиняли. У него же своя гуська где-то же вот здесь. И вот этот срез убрали, вот этот передний свес. Один каток. И теперь ему вообще по барабану, по большому. Так, а что получается? У него же вот здесь заканчивается. Я на самом деле вот считаю, что если ты живешь на севере, то вот такая хара, ну, это идеальная вообще. Все по-простому. разу в Ахаре не сидел. Да, вообще как велосипед. Сзади помещается 2 лося. А что, он японец, да? Да, это японская хара. Слушай, сзади помещаются нормально люди. А зачем смотри, вам какой- это датчики колес? У него же колеса. Все. Конечно, ты что, у него если этот самый, если колеса Эти бахнут, колеса же бок, вот этот направляйка же пожирает, да? Средний. это шикарная техника. Одна из самых лучших по проходимости, легкая, обладает классом ратрака, те, которые в горах ездят. То есть ему вообще пофиг на все. При этом маневренный. Вот сейчас говорит, по расходу простой, супер простой управление, теплый.
везет на себе много. То есть их сейчас не купить просто вообще. Но так вот идеальная техника. А как он летом? Не пробовали. Вообще никогда? Ну, типа, наверное, сожрет гуски, да? Да. Блин, вообще это Ахара мечта. Мечта моего детства. Вырасту, куплю себе Ахару, думаю. Купил 2 бурлака. А те, которые есть, наличие, не продаются. Что, пойдемте, нам завтра рано вставать. Испытано на себе. Поселок Симчан. Это север в его самом тихом и отстраненном виде. Он находится на правом берегу реки Симчан, недалеко от ее впадения в Колыму, вдали от основной трассы. Именно эта удаленность создает особую атмосферу места, где время будто течет медленнее. Когда-то Симчан был важной точкой северной авиации. В годы войны через местный аэродром перегоняли американские самолеты. И даже сегодня старый аэропорт напоминает о времени, когда именно авиация связывала север с большой землей. В советские годы здесь жило почти 10 тысяч человек. Работали геологи, речной порт, совхозы и предприятия. А сегодня население сократилось примерно до 2000 жителей. Но несмотря на суровый климат и удаленность, Симчан по-прежнему остается местом с особой северной атмосферой. Каждый поселок, в который мы приезжаем, или населенный пункт, имеет какую-то свою атмосферу, которую иногда даже сложно передать словами. Сегодня активированный день, школу отменили, дети все сидят дома, потому что мороз крепкий, 50 плюс-минус. Сейчас завтракаем, едем дальше. Завтракаем в поселке Симчан. Одна единственная кафешка. Заказали еду. Всем приятного аппетита. Когда пойдем? Пойдем с тобой машину заберем. Ага. Ребята, пускай вещи собирают. Сразу выезжаем. Мы сейчас едем дружненько всей компанией в аэропорт. Это аэропорт со времен Второй мировой, где останавливались, приземлялись американские самолеты по программе Ленд-Лиз. Это единственный аэропорт, который сохранился в том виде, как его строили. От администрации услышали, что его выкупил частное лицо и хочет сделать его местом притяжения, то есть восстановить, как и он есть, там на его базе сделать музей и какие-то активности, это будет достопримечательности, и у вас будет повод повернуть на Симчан за 100 километров от Колымской трассы, и вы не пожалеете. Кстати, мне еще человек сказал, который нам гараж, собственно, свой гараж пустил, что здесь рыбалка очень шикарная, и далеко не надо ездить, здесь речки, хариус, ленок, даже, оказывается, осетр залетает в эти речки, представляете? Это вот то самое здание, Да, которое... где-нибудь здесь разместиться. Самолеты садились. А так стоять нормально? Да, можно. Вообще ничего не делалось, да, с этим зданием, все как есть, да? Конечно, никто ничего не делал. В советское время нет, его поддерживали, и венцы меняли, все это самое, но все здесь натурально, как 44-го года. Правильно я понимаю, что на трассе Алсиб это единственное сохранившееся здание в Магаданской области или вообще на всей трассе? Это на всей трассе сейчас единственное здание, которое сохранилось такого типа. Они все были однотипные, строились по одним чертежам на всех этих аэропортах первого класса, где базировались перегоночные воздушные суда. И сохранилось только вот это одно. Ну, покажите. Это вот карты еще у нас сохранились, которые мы летали. Это маршрут Ледовой разведки. Вот этот был, да? Да. Показывает, загорается здесь обозначение через просто мелким буквами. А здесь уже вот схема захода. Это Анадырь, Амалон, Певек. Это вот куда 26 у нас летали.
Ну, сейчас стендов нет, просто 2 стенда у меня внутри. Ансукчан, Сукумама. Все это ручная работа, это все наши умельцы в отряде делали. Все это мы самостоятельно. В этом аэропорту приходил клуб юных авиаторов. Потом впоследствии, когда я закончил училище, институт и какое-то время руководил этим клубом, потом передал его. Короче, выросла в этом аэропорту и на данный момент вот пока продолжаю работать. А вы сейчас, получается, руководитель? Да, я директор филиала аэропорт Симчан, федерального казенного предприятия. Аэропорты Севера – это якутское предприятие. 2 аэропорта Североярск и Симчан мы относимся к Якутии. Сейчас не время такое, малые полеты, мы сами себя не окупим. А федеральное казенное предприятие это были созданы для того, чтобы сохранить все эти малые аэропорты. А в Магаданах, получается, таких нет? Магадан нет. Нет, для дочери нет. Хотя так не пошли. И вы с супругой здесь. Мы с супругой здесь. Уезжать хотите? Да уже думаем, уже пора, годы подходят. А куда хотите уезжать? Да думаю, в Магадан, что смысл на материк менять? Ну да, север трудно на что-то променять, когда да, столько прожил, да. Конечно. Получается, если у вас дети в Магадане, внуки там в Магадане, вам, да, в Магадане жить легче, да, Так как-то я вот, общаться. я и- про то же и говорю. а сюда прилететь 2000 стоит, да, говорю, 2400, да, сказали, стоит? Ну, Прилететь в с Магадана. зависимости, да, до 2500 это Мгм. на данный момент билет стоит до 2500. Вы можете каждую неделю сюда, как на дачу прилететь. Нет, да, здесь сюда можно, да. И прилетать, и приезжать. Машина-то есть. Вот схему захода по Симчану. А как назывался вот этот старый? Ми-4. Ми-4, конечно, красивый вообще. Вот они. Ми-4, вот они у нас были. Вот Ан-12 у нас работали. Як-42 у нас работала. Ну, А это что пригодится? Cessna. Это Ан-2 работает. Делали его в 1939 году. НКВД СССР, Дальстрой. Проектный отдел в городе Магадане. Смотрите, какая вот интересная бумага. Причем я, насколько понимаю, что это совершенно секретные, да, документы? Были секретные, да, потом засекретили. Хорошо, все, еще раз спасибо вам. До свидания. Всё, до свидания. Вот, друзья, очередной пример того, что как один человек на полном своем энтузиазме, он сохранил аэропорт, здание сохранил. И даже вот, оказывается, запустили рейсы Магадан-Симчан. Билет стоит где-то 2400, летают антошки. И для жителей поселка Симчан это очень, очень удобно. Ну а теперь, выезжая из Симчана, давайте в полной мере насладимся этой северной красотой, от которой просто замирает сердце. Вот, видишь, здесь вот поворот, смотри, обозначен, а он сейчас прямо поедет. А вчера, где мы немножко прокололись, наоборот было. Прямо было, а по факту вот такой немножко зигзагообразный завиток был. Смотри, резко. Сразу 40. 40 градусов. Буквально 2 минуты прошло. Поверните направо. Обалдеть, температура скачет. Поворот имени Верлана был. Ну что, вот и наше то же самое незабываемое местечко. Посмотрим днем, как тут.
По идее, дорога прямо показывала, а тут маленький заворотик есть. И мы поздно сориентировались и немножко дорогу выпрямили. Отсюда вот так. И, судя по этому сугробу, можно посмотреть, да, какой бруствер мы пробили и выпрямили дорогу. Ну, выкопались, еще пошли. Срезать хотел. Удачно остановились, как раз фуры едут, там сложно будет разъехаться, и мы сейчас им заодно уступили дорогу. Дорога идет сетевее. Бампер Шикари, который делает из композитных материалов. Работает? Такой брус я проложил, дорогу выложил, проложил. Машина целая, все работает. Вот смена погоды вот этих высот низин. Сегодня на высоте, на сопочке наверху солнце есть, и там тепло. И весь холодный ночной воздух у нас приезжало сюда в распадок. Вчера здесь наоборот было теплее, наверху прям чувствовалось, как на машину выехали, прям сейчас холод почувствовалось у нас. Температура здесь скаканула. 10 градусов разницы, наоборот было, как чем вчера ночью. Сегодня Сейчас наоборот. прям дубок вообще, руки околели буквально пару минут. И уже когда поворот передо мной выскочил, уже было поздно было его что-то делать с ним. И надо было только прямо проезжать. Жесткий прилип был. Вообще Да, жесткий. прикинь, обрыв какой-нибудь, все это Да, летит, летаешь. я-то уже... Тю-тю-тю. Я там уже, я же говорю, все начинает работать как замедленные съемки. Там просто надо было решение принимать не как, а куда с малыми последствиями биться. И в последний момент я заметил, что там уже есть кто-то до меня, который обманулся. Мне надо было машину туда направить, там и бруствер помягче. И получается, по его следу мы выехали, малой кровью обошлись, быстренько откопались. А так пришлось бы вот этот 7 метров снега вручную выкапывать и дорогу делать и выходить. И вот эта вторая машина, танчик, она бы там сильно и не помогла, потому что у меня крузак тяжелее, чем танк. И рывком и мало чего полезного. Тут, как говорится, даже очень удачно мы съехали с дороги. Вот гидроэлектростанция, видно, как парит вода в такой мороз. Угу. На мосту бы не разошлись бы. Надо же. Этим вещам удивляюсь. 90% случаев, вот, когда ты едешь по зимникам, 80% участков зимника они такие узкие, и в каком-то широком месте, где кармашек есть, вот именно в тех местах всегда встречка и разъезжаешься очень нормально. Затянуть его будет пытаться. Омсукчан. 8 часов вечера по якутскому, 10 часов по местному времени. Тебе сейчас хватит пока по топливу? У меня полный бак, я перекачался, Ну все, давай, поехали. С топливом все в порядке.
Мы доехали до Умсукчана. Вот заезжаем в поселок. Сейчас у нас заселение, машины в теплый гараж, все по стандартной схеме. Отдыхаем. И завтра у нас в Умсукчане опять встреча с школьниками, активности. Буквально вот в 10 утра, наверное, должны выехать в Эвенск. Хотим за раз туда доехать. А туда где-то 600 километров порядка. По зимнику. Ну да, по зимнику. Уже таких дорог не будет. Дорога немножко... Скорость медленнее будет, чем сегодня. Поэтому пораньше надо выезжать завтра. С виду такой он свеженький поселок, хороший. Думаю, днем будет еще интереснее. Вон какое-то новое здание там. Мы доехали до Умсукчана. Это на карте посмотри, прям вот Яндекс.Карте. Умсукчан. И увидишь, как папа далеко. Сколько погода, Карина? В Якутске. Кто там в машине? А мы с Игорем вдвоем. Привет. Привет. Погода какая? Минус 5? Минус 10? Сегодня было минус 8, сейчас минус 12. Обалдеть. Пока все хорошо, у нас все нормально. Маме скажи, потом созвонимся, еще напишу, хорошо? Ты на связи будешь? Ну, сегодня на связи, да. До завтра, до 10 на связи. Я механиком. На Колыме с 2000 года. Сначала жил на четвертаке, приз 25 лет октября. В артели работал 8 лет. Сами местные? Ну, уже практически можно сказать. Сколько лет местных? Здесь 13, а на Колыме с 2000. Ну, вообще-то уже получается. Да. Первые 3 года, если человек 20 лет приехал. не уехал, значит он остается Да, надолго всё. на севере. 3 года это вот Уезжал отсюда уже с Колымы. Вот где сурф стоит, вот гостиница. Вот это. Да, вот где сурф стоит, вот эти двери, вот Зори. Зори. Да. Всё понятно. Игорь, давай вещи выгружай. Как холодно на улице. Как всегда, не устаю об этом повторять. На севере добрые, отзывчивые люди. Все, которые не уехали, здесь остались настоящие люди. А мы тем временем выдвигаемся в дорогу. У нас из делов не сделанных только осталось пообедать. Умсукчан. Поселок, рожденный промышленностью и севером. В лучшие советские годы здесь жило около 15 тысяч человек. Все было связано с горнодобывающей отраслью, которая формировала характер этого места и ритм жизни людей. Сегодня в Умсукчане остается около 4000 жителей. Поселок сильно сократился, но не исчез. Суровый климат, простая северная жизнь и люди, привыкшие рассчитывать прежде всего только на себя. В это морозное утро Умсукчан кажется суровым и даже немного мрачным. Туман окутывает улицы и сопки, словно скрывая поселок от остального мира. Но стоит подняться выше, на высоту птичьего полета, и все меняется. Солнечный свет начинает пробиваться сквозь морозный туман, а северные пейзажи раскрываются совершенно по-другому. В такие моменты и понимаешь особую красоту этого сурового края. Исследуя туристический потенциал Колымы, мы встречаем не только удивительные места, но и людей с по-настоящему сильным характером. Людей, которые своим примером вдохновляют других. И именно здесь мы познакомились с путешественницей, которая оказалась паропловцом. Добрый день, меня зовут Шолпана Зиганшина. Я организатор проекта «Кругосветка паропловца», который длится 3 года, для того, чтобы подготовиться к походу в Антарктиду. Второй проект, который сейчас я прохожу, это от Приморья до Чукотки, социально-спортивного направления, показать наш прекрасный дальневосточный регион. И как давно вы идете? С 16 февраля 2022 года я вышла в кругосветку, прошла всю Российскую Федерацию, 7 стран Европы, но вернулась. Дороги хорошие, люди в России добродушные.
Как люди реагируют вообще в целом, вот так, ну, когда видят, говорят, вы куда? Вы говорите, я автостопом еду. Изумление, потом восхищение. Ну, конечно, матерые мужчины, которые могут себе поговорить, они, конечно, высказываются. Я считаю, что на трассе свой мир, специфически свой. И он мне более комфортен, чем в социуме. В Омсукчане Поверните налево, а затем через 100 распогодилось. метров поверните направо. Красота, виды открываются. Сейчас выезжаем на Зимник. Там никаких пунктов питания у нас не будет. Все с собой. Наш сибирский гурман нас выручит. Маршрут перестроен. Заправляемся и выдвигаемся на маршрут. Здравствуйте. Откуда едете? С Кубаки? С Эвенска? С Кубаки едете? Да. На льде нет? Нормально все. Все хорошо? Да. Спасибо. Короли дорог и в Арктике, и во всем мире, они знают, самая достоверная информация про дорог можно сказать только дальнобойщикам. У нас дальнейший следующий пункт называется Эвенск, и мы едем только одной целью – доставить двум детям подарки, которые Богдан взял у елки желания. И плюс администрация Омсукчана попросила нас тоже доставить подарок тоже другим двум детям. Ну что ж, наша арктическая почта про путешествия снова в деле. Представьте только, вы сидите в одном из самых отдаленных уголков России и получаете подарок от Деда Мороза прямо извне. Насколько это невероятно, правда? Между Омсукчаном и Эвенском нет круглогодичной дороги, и именно поэтому здесь действует суровый зимник, дорога которой существует только зимой. Зимник от Омсукчана до Эвенска – это не просто дорога, это суровая арктическая трасса, которая может достигать нескольких сотен километров по тайге, болотам и через реки и снег. Сам зимник Омсукчан-Кубака официально составляет 365 километров, которые обслуживаются несколькими крупными недропользователями, и качество будет лучше некоторых асфальтированных дорог. Вот мы едем до Эвенска, по прямой 186 километров, а зимник вот так петляет, потому что тут очень горная система, там невозможно, наверное, зимник проложить. Мы 648 километров в объезд по зимнику едем. Больше половины зимника у нас позади, ребята. Осталось 280 километров. Через 400 метров у нас поворот. Мы едем строго на восток, к побережью моря. Иракчан, Тургали, Кубака. Навигатор показывает, что нам еще 7 часов ехать. Едем мы уже 7 часов. Из-за беседы дорога быстрее проходит и менее устаешь. Я, кстати, много узнал о Мирлана юности, жизни. Как он инженером работал, тоже такие интересные вещи. В такие моменты о друг друге можно узнать, послушать. Смотри, красиво. От Кубаки примерно 200 километров до Эвенска. И эта часть зимника – настоящее испытание. С переметами, с наледями. Суровый, но невероятно важный маршрут в обеспечении этих поселков. Самый первый такой участок типа трофи. А так зимний хороший, едем в хорошем режиме. Все отлично. 10 минут третьего мы доехали до Эвенска. 12-13 часов за рулем, нормальное состояние, бодрое. Эвенск находится на побережье. В поисках нашего сегодняшнего места ночлега. Есть все удобства. Душ, туалет. Вот. Ну, в общем, до Камчатского края
А в идеале доехать до парения. Ну, как я и говорил, это 50, это с вилянием, 40 с чем-то. Это между парениями. А до самой парени много. И она вглубь материка.